Якутия – единственный субъект России, который расположен на 3-часовых поясах. Первыми в 6 часов утра якутского времени в республике открылись избирательные участки, расположенные в Абыйском, Алаиховском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском районах. В 7 часов якутского времени начали работу избирательные участки в еще 3 районах – Верхоянском, Аймяконском и Устьянском. По последним предварительным данным, явка избирателей по республике составила более 13%. Проголосовало 84 565 человек. Самая высокая явка на данный момент зафиксирована в Анабарском улусе. Она составила около 46%. Подведение итогов голосования начинается уже сразу после завершения голосования, в 3-й день голосования, после 20:00 уже начинаются процедуры, предусмотренные законом по подведению итогов голосования на участке. Участковая избирательная комиссия работает до момента сдачи протоколов о голосовании в вышестоящую комиссию. В течение всего первого дня голосования съемочные группы нашего телеканала в разных точках Якутска проводили опросы среди жителей, который показал, что большинство горожан придерживаются активной общественной позиции. Ну, вообще-то интересы нашей жизни. Мы интересуемся нашей жизнью, будущее нашей республики. И еще, как можно сказать, надо ходить. Я всегда хожу на выборы. Для нашей семьи это очень большой праздник. И мы всей семьей всегда ходим на выборы. Выборы – это очень важно, потому что это будущее наших детей, будущее республики, будущее России. Потому что это же долг наш, это наша обязанность сходить на выборы, проголосовать, чтобы наши бюллетени никуда не ушли, все было честно и не оставаться в стороне, потому что этим мы решаем будущее нашей Родины. По очевидным причинам, потому что не безразлична судьба нашей республики. Чтобы лучше жилось нам всем. Вы голосовали? Голосовала. Выбор влияет на будущее страны, потому что человек, который ответственен за власть, он влияет на общество, также на законы, и это может как и положительно, так и отрицательно повлиять на благополучие граждан. Поэтому очень важно идти на выборы и голосовать за того, кто будет делать правильные решения. Свой гражданский долг исполнил и глава Якутии Айсен Николаев. Он проголосовал по месту прописки на избирательном участке номер 779 в помещении школы номер 33 города Якутска. Я много раз уже хожу на выборы не пропускаю. Это очень важно для того, чтобы ты ощущал свою сопричастность к той жизни, которая идет в республике, к ее развитию. Я уверен, что люди сделают сегодня выбор за те партии, за те кандидаты, которые реально помогают людям, реально двигают нашу республику, нашу страну вперед. И уверен, что из этих выборов наша республика выйдет более единой, более сплоченной и более устремленной в будущее. Вместе только вперед. Чтобы выборы прошли честно, открыто и легитимно, на всех избирательных участках контроль хода голосования будут осуществлять наблюдатели, назначенные кандидатами, избирательными объединениями, Общественной палатой Якутии. Всего назначено 5772 наблюдателя. Граждане смогут проголосовать еще 9 и 10 сентября с 8 часов утра до 20 часов вечера по местному времени. Найти свой избирательный участок можно, перейдя на сайт циkrf.ру через сервис информирования об избирательных комиссиях и комиссиях референдума. Марфирина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутск.